түгел. Невозможность возобновления. Яңынан мөмкин түгел. В Баш-РТС заявили о невозможности возобновления отопления после отключения. Баш-РТСта йылылыкты һүндергәндән һуң яңынан ебәрү мөмкин түгел дип белдерделәр. В Баш-РТС заявили о невозможности возобновления отопления после отключения. Баш-РТСта йылылыкты һүндергәндән һуң яңынан ебәрү мөмкин түгел дип белдерделәр. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. На «Эхе Москвы» в Уфе мы начинаем «Уфимский разворот» в прямом эфире. Сегодня у микрофона Эльвира Зиганшина. Руслан Валиев. Как всегда, нашего звукорежиссера зовут Никит Полянин. Мы, как всегда, в прямом эфире. Пожалуйста, пишите нам сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram, а также смотрите прямую трансляцию на YouTube. Номер тот же, +7 927 304 10 51. Подписывайтесь, пожалуйста. Также, кстати говоря, можно общаться в чате, задавать там вопросы, мы постараемся на них отвечать. Все как обычно. И как обычно мы напоминаем наш анонс о том, что 15 мая в Уфе состоятся дилетантские чтения с политологом Екатериной Шульман. Билеты продаются в кассах Тинькофф Холла, бывшие огни Уфы, а также на сайте kassir.ru. Екатерина Шульман будет впервые в Уфе. У нас впервые после большого перерыва дилетантские чтения, поэтому присоединяйтесь. Билеты вовсю продаются. Лучшие места, на мой взгляд, уже проданы, но еще неплохие остались. Заходите вот на kassir.ru, прекрасно видно карту, скажем так, зрительного зала, и там можно выбрать. Причем разные ценовые категории на любой вкус и цвет, как говорится. Планируйте, чем вы займетесь в первую субботу после майских каникул. Это 15 мая, соответственно, в 16 часов. Да, а вести все это дело будет Максим Курников. Да, бывший наш шеф-редактор, а ныне заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Наш сегодняшний разворот, в принципе, должен быть насыщен. Тем много. Это обзор прессы, фрагмент вчерашнего эфира «Персонально ваш», голосование. Во второй части у нас будет 2 эфира. Поговорим мы о мероприятиях, приуроченным к 9 мая на аэродроме Первушина с организатором благотворительного праздника Рафаэлем Батрашиным. Это в начале будет в 8:40 примерно. А потом мы созвонимся с заместителем главы администрации Уфы Алексеем Дербека. По следам вчерашних событий по улице Конституции поговорим. Там люди объявили голодовку, в результате к ним приехал Сергей Греков. Потом они вместе с ним поехали в администрацию, там пообщались, и вроде как они приостановили эту голодовку. То есть еще одна горячая точка, которая возникла на карте Уфы, вроде как успокоилась. Но вот что там именно происходит, узнаем у заместителя главы. Поэтому вопросы вы также можете присылать. А пока начнем с обзора прессы. Еще одним важным событием вчерашнего дня был визит в Стерлитамак Светланы Родионовой, главы Росприроднадзора. Она встречалась в течение всего дня в разном составе с разными людьми, в том числе с руководством республики. Там руководство республики представлял премьер-министр Андрей Назаров. С утра была, например, встреча с ученым-химиком Марсом Сафаровым. Видео соответствующее опубликовано на страницах активистов. Содержательный был разговор, на мой взгляд. После обеда была встреча, вот как я уже сказал, с БСК. На эту тему есть на нашем сайте заметка о том, что она раскритиковала руководство башкирской судовой компании. Серьезно раскритиковала, я бы сказала. В общем, ее выступление, такой живой отклик нашли у пользователей интернета, которые послушали либо ее живьем, либо, соответственно, почитали фрагменты ее выступления. Я вот просто процитирую с нашего сайта. «Нечего мне подсовывать под видом природоохранных мероприятий все то, что вы в последний год потратили на себя, на свои офисы, на конечный этап упаковки, на все остальное. Не надо мне это подсовывать, и людям не подсовывайте. Если вы свою соду будете заворачивать в драный кулек, в котором раньше бабушки продавали семечки, у вас ее никто не купит. Поэтому на упаковку вы тратитесь нормально. Все это делают. Это любимая забава такая», говорила она, отвечая, скажем, после просмотра презентации БСК, где руководитель компании Эдуард Давыдов рассказывал о том, какие природоохранные мероприятия они начинают делать. Ну, как я понял,
все признали, что, в принципе, БСК многие годы ничем этим не занимались. Вообще, Последний по-моему, вообще всю историю свою они практически ничем не занимались, а история-то у них ого-гошеньки какая. А теперь занимаются, причем не вчера начали этим заниматься, а после событий прошлого года на Куштау. Надо отдать должное, да, есть уже программы, есть, соответственно, кое-какие подвижки, но пока основная часть работ только в планах. Это, конечно, Белые моря, это, конечно, переоборудование всего производства. Также она была в Салавате. Здесь нам все это еще предстоит проанализировать, соответственно, и какие-то выводы сделать. Я, кстати говоря, очень надеялся, что мы сможем с ней договориться и выйти в наш эфир, хотя бы по телефону, вот сейчас утром, например, но, к сожалению, то ли график плотный, то ли что еще, нам это сделать пока не удалось. Может быть, после окончания визита в Уфу все-таки она согласится нам пояснить в нескольких словах, какие выводы сделала и чего ждет от руководства и республики, и республиканских промышленных предприятий. Да, было бы очень интересно из первых уст узнать, какие выводы в целом по республике, потому что, ни одной же БСК мы живем. Да, и наверняка большое количество впечатлений есть уже у активистов того же «Зеленого щита» Башкортостана, которые с ней вчера плотно встречались и общались. Но, скажем, вначале тревожные сигналы поступали, что якобы не всех пускают, фильтруют людей, которые будут на встрече. Я даже не знаю, всех в итоге пустили или нет желающих. Но основные ребята, основные лидеры, скажем, этого движения, судя по видео, присутствовали на этих встречах. Но они очень рассчитывали, вспомните, они говорили, что очень рассчитывают, они вообще, очень ее ждут. По их информации, она вообще приехала в Башкирию по их зову, да, ответив на их сообщение в социальной сети, по-моему. Вот. Но на наше сообщение пока не ответила. Продолжим обозревать прессу. Ага. Я хочу отметить статью в «Коммерсанте». Уралмостострой не смог вернуть контракт на строительство моста. Речь идет о строительстве моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Стоимость почти 9 миллиардов рублей, и, к сожалению, мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке в прошлом году из-за отсутствия финансирования. Председатель совета директоров Павел Рабухин сообщил, что в компании не понимают, почему городская администрация решила отказаться от контракта, а не отложила начало строительства до появления средств. Я думаю, что проблема в том, что средства пока на горизонте остается только гадать. Сколько раз журналисты задавали вопросы по этому поводу на встречах там с Минтрансом, они все денег ждут, но просто пока их нет. Денег ждут ведь федеральных-то больше. Да, разумеется, львиная доля денег там должна быть федеральных, но отказ от подрядчика может быть связан с тем, что хотят новый конкурс провести и другого подрядчика подобрать со временем. Но, опять же, пока это все вилами на воде писано, я думаю, что прямо не очень близкая перспектива у нас строительства этого самого моста. А я этот мост очень жду. Я тоже, кстати. Хотя многие скептически относятся, а нужен ли этот мост вообще. Продолжаем. В Уфе неизвестные избили юриста, защищающего права дольщиков. К делу подключился Республиканский совет по правам человека. 38-летний Салават Мулюков находился по рабочим вопросам в центре Уфы возле школы 35. К нему подошли трое мужчин и попросили сигарету. Юрист ее передал, но следом получил несколько ударов. Об этом Эху рассказал член Совета по правам человека Валерий Самохин. В общем, связывают это нападение с его деятельностью. Возможно, замешан в этом кто-то из застройщиков. 90-ми стало, да? Прям вообще, попахивает. У нас совсем недавно было убийство посреди бела дня на улице. Также юриста, который защищал интересы одной из сторон в судебном разбирательстве. И вот, пожалуйста. А еще совсем недавно, слежка. Попросили сигарету. Баймакского активиста тоже избили, он находится в больнице. Когда нас отсылают в 90-е и говорят, что вот смотрите, как все было раньше, а как теперь все хорошо, сомнения возникают. Слушайте, а все ли так замечательно, хотя прошло уже больше 20 лет с тех пор? Да, еще один материал хотела бы отметить. На проект ликвидации шламохранилищ в Уфе направят почти 25 миллионов рублей. Речь идет о так называемом безымянном озере, заполненном предположительно нефтепродуктами. Оно находится рядом с поселком Новые Черкасы. И, в общем-то, на это все дело выделяются пока на изыскательские и гидрогеологические работы вот такая вот сумма. А у меня вопрос, а откуда оно там и кто, собственно, виновник того, что оно там появилось? Я могу предположить, что, возможно, это наследие чуть ли не прошлых десятилетий. Подобные водоемы странных цветов, если северную промзону пересечь, они встречаются. Я и с детства помню, некоторые из них прям возле дороги Бирского тракта такие есть. Может быть, это одно из них на самом деле. То, что деньги выделяются, хорошо. Правда, на главный объект нашего промышленного наследия, на химпром, пока еще ни денег, ни окончательного проекта, к сожалению, не выделено. Кстати, этот вопрос, я так понимаю, Родионова тоже должна была обсудить. И мы надеемся узнать все-таки подробности, есть ли сдвиг по этому направлению.
Так, значит, отметим отдельно, значит, интервью Максима Курникова, о котором мы сегодня уже упоминали. Издание «Пруф», и пообщались с ним по поводу съемок документального фильма о голоде в Поволжье, о котором мы тоже уже, в свою очередь, не раз в эфирах говорили. Содержательное интервью, показательное. Читайте и ждите, как говорится, премьеры этого фильма, часть съемок которого проходили у нас в Уфе, в том числе. И тогда не удалось съемочной группе попасть, например, там, в музей. Почему-то в последний момент у нас решили, что есть вещи, о которых якобы, точнее, видимо, людям знать не нужно. Это, конечно, печально и возмутительно, я бы даже сказал. Вот. А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов следит за делом Санкина нашего, которому смягчили приговор с 8 до 6 лет, и назвал это маленькой, но победой. То есть вот по поводу того, что человек убил предполагаемого педофила, и целый лидер целой партии в Госдуме, и вообще партии, как бы требует того, чтобы этого человека, видимо, по голове погладили, скорее всего, судя по тому, что делается. Неужели ему это так интересно? Ну, в общем, так. И про клещей в 2 словах скажем. Впереди праздники, каникулы, будьте осторожны, статистика не очень радует. В апреле тепло пришло рано. Вот у нас на эхе о том, что более чем в 2 раза количество, значит, укусов в апреле превысило в этом году показатели прошлого года. Возможно, это просто погода, но, как мы видим, клещей меньше, как минимум, не стало. Да, нужно одеваться обязательно правильно и пользоваться репеллентами. Безусловно, да. Тем более, что на природу длинные потянет. И не обязательно в лес, кстати, да, на траве тоже может быть. Ну что, обзор прессы закончим, а сейчас послушаем фрагмент вчерашнего интервью в программе «Персонально ваш». Был гостем публицист и руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев. На мой взгляд, очень содержательный у них разговор с Айдаром Ахмадиевым получился. Давайте послушаем фрагмент. Не закрадывается у вас сомнения в компетентности действующей власти, раз такие пенсии приходится помогать пожилым людям? Я думаю, что у нас во власти не враги себе, не своему народу, не враги стране, а делают максимально то, что могут из имеющихся ресурсов. Но это не значит, что, допустим, надо эти деньги раздать и не тратить на оборонку, потому что тогда у нас не будет там внешнего периметра границы, и к нам просто придут и скажут: делай так, иди сюда, или поставят базу НАТО под Смоленском. Я бы не хотел. Как раз от слушателя вопрос, но ведь и сейчас и дома, и дворцы строят. Так. В 90-е годы вы сказали, что в нашу страну продали, настроили дворцы и уехали. Но ведь и сейчас дворцы строят наверняка, и дома строят. Ну, строят, да. Ну, а чем тогда отличается ситуация при Борисе Ельцине и при Владимире Путине? Сейчас капитал усилиями Путина, усилиями руководства страны и элиты становятся как бы национальными. Сейчас хотя бы те, которые где-то что-то урвали и куда-то убежали, хотя бы этого стесняются и уже не пытаются влиять прямо на страну. У нас нету семибанкирщины, которая командует нашей страной. У нас политическая власть у избранного, законно избранного руководителя страны и у законно избранных органов власти. И нету внесистемных людей, которые захватывают власть в интересах других стран, в интересах своего кармана. Поэтому ситуация кардинально, принципиально отличается. Один из охранников бывших Владимира Путина внезапно зажил такой политической жизнью, получил определенный пост, там очень высокопоставлен. При этом, если мы посмотрим на последнее расследование Фонда борьбы с коррупцией, рядом с официальной резиденцией президента Российской Федерации находится участок одного из самых богатых людей страны, прям впритык на границе. Все-таки... Вы какую-то мне повестку пробрасываете, я что, должен обсуждать то, во что я не верю, или результаты... Нет, но это ведь документы, это очень легко проверить в целом. Иностранными спецслужбами. То, что меня сегодня старгетила в Инстаграме женщина по имени Юля, или то, что ролики про приписываемые руководителю страны дворцы прицеплялись к каждому YouTube-ролику и 90 миллионов просмотров, думаете, это не проплаченная история геотаргетинга вот этого ролика для того, чтобы на ваши неокрепшие умы немножко впечатление произвести? Посмотрите, вы когда наблюдаете за этими расследованиями, как-то, может быть, изучаете их? Я не наблюдаю за этими расследованиями. Я наблюдаю за расследованиями, которые проводят органы, уполномоченные нашей страной. А вы никогда не интересовались, действительно правдивые расследования или нет? CIA и МИ-6 эти расследования инициированы. Я верю все-таки своей стране, которой я присягал в свое время. Вы знаете, как-то вышел один спорный фильм, «Матильда» он, кажется, назывался, и многие критиковали этот фильм, но при этом один из таких самых ярких критиков, когда у него спросили, вот, а что вам конкретно в этом фильме «Матильда» не нравится, он сказал, я не могу сейчас точно сказать, потому что я еще не смотрел.
В данном случае с расследованиями Фонда борьбы с коррупцией не такая ли ситуация у вас возникает? Ну, может быть, все-таки в них есть доля правды? Может, изучить их хотя бы? Да, не сразу называть их материалами американских спецслужб. Я не позволяю никому навязывать себе повестку дня. И если мне кто-то путем геотаргетинга говорит, сегодня думаю об этом, а завтра думаю об этом, я вижу за этим технологию и не больше. Так а вам телевизор с другой стороны вещает, говорит, думайте об этом. У этого вашего фонда, у фонда, которому вы сочувствуете и сопереживаете, судя по интонациям, откуда это ваше субъективное мнение, конечно. Многомиллионные. Ну, я давно за вами присматриваю, вижу, кому вы сопереживаете, а кому вы не сопереживаете. Интонационная поддержка – это тоже оружие «Эхо Москвы». Понятно. Ну, то есть, с другой стороны, есть некий телевизор, есть некие государственные органы власти, есть надзорные органы, правоохранительные, которые, с другой стороны, говорят вам, какая у вас должна быть повестка, правильно? Я сам ее определяю. А почему вы не можете посмотреть расследование, определив таким образом самостоятельно вашу повестку? Зачем мне участвовать в политтехнологии? У меня датчики срабатывают на политтехнологии, я с первого кадра вижу, где и чего и как. Это был Шамиль Валеев, который был вчера в гостях программы «Персонально ваш». Полная версия программы у нас в социальных сетях и на YouTube-канале, конечно же. Подписывайтесь на него. И, кстати говоря, делайте добровольные пожертвования в пользу нашей редакции. Давно об этом не говорил, но это важно. Мы очень надеемся на вашу поддержку и нуждаемся в ней, в принципе, ровно так же, как нуждались и месяц, и 2 назад, несмотря на то, что мы об этом не говорим. А поголосуем мы сейчас вот на какую тему. Тему укрупнения регионов. Я думаю, что вы слышали прекрасно о том, что эта тема муссировалась пару дней. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин высказался, видимо, неосторожно на тему там еврейской автономной области, что типа нет у него времени и сил заниматься мелким регионом. Неосторожно и очень откровенно, я бы сказал. Пришлось, значит, его пресс-службе и там другим чиновникам пытаться это опровергнуть, что якобы нет ни таких мыслей ни у Хуснуллина, ни в принципе у правительства по поводу укрупнения субъектов. Но в таких национальных республиках, как наша, эта тема обычно подхватывается и начинают ее обсуждать. И высказываются мнения за и против. Поэтому вопрос к вам очень простой в этом смысле. Лично вы, в принципе, вот на такую перспективу укрупнения регионов с возможным присоединением к Башкирии соседних областей или наоборот, мы не знаем точно, вы в целом поддерживаете? Если да, то ваш телефон 262 72 47. Если вы эту идею принципиально не поддерживаете ни в каком виде, то ваш телефон 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Очень теоретическую, такую, не выстраданную еще, но все-таки мысль, которая вот уже 2-й год подряд периодически всплывает в информационной повестке. Вот если вы считаете, что это хорошая, в принципе, мысль, правильная, в разных смыслах правильная, для Башкирии, в частности, она подходит, то ваш телефон 262 72 47. Укрупнение было бы полезным для России как большой страны, так и для отдельных ее регионов, в том числе дотационных, в частности. Да. Если вы против, то 262 72 48. Может быть, кто-то в этом увидит сокращение количества чиновников, например, которое точно не произойдет, я уверена в этом. Те, кто говорят, чиновники, дармоеды, армия, бездельников, зачем их столько? Вот их станет меньше. Да. Но если говорить лично обо мне, то я, конечно, против. И вообще вот такая вот риторика Марата Хуснуллина мне непонятна, потому что, мне кажется, вице-премьер не может говорить о том, что есть там какие-то еврейские, с которыми не очень-то хочется заниматься. Пусть их и немного. ТАСС вчера публикует, значит, вопрос объединения регионов на площадке правительства России не обсуждается и не рассматривается. В ходе конференции при обсуждении агломерационного развития городов Марат Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов. Эко завернули как. Руслан, да, это вот о чем я хочу сказать. 10 лет, по-моему, уже говорят о том, что пора бы слезть нефтяной иглы. И в итоге это укрупняться-то хотят за счет кого? За счет, допустим, какой-нибудь Тюменской области, но не какой-нибудь, а вполне конкретной. Вот. Курганскую область подтянуть, к примеру, к Тюменской. Вот нам пишет Артур: Башкортостан плюс Оренбургская губерния. Ну, в общем, исторически это наши корни не дают как бы нам покоя, да, в этом смысле. Да, тут как бы все это очень сложно. Я вот лично вообще плохо себе представляю, как это может произойти в реальности, да. Понятно, что есть у нас маленькие автономные округа. И для чего это нужно, самое интересное. И насколько это будет, может быть, Москве от этого лучше, да, условно, там центру править вот с помощью этой самой вертикали. Губернаторов становится меньше, и главе государства меньше контактов. Ну, мне кажется, еще тут с точки зрения денег. Меньшее количество. Ну, то есть регион слабый повесит на регион более сильный. Но, в общем-то, мне кажется, регион сильный может утонуть на шее с регионом слабым вместе.
Зайнула пишет, много лет назад Жириновский вбрасывал, но эту тему теперь через Хуснуллина решили внедрять. Я против. Кстати, вот эта точка зрения, что каждое высказывание высокопоставленного чиновника, как бы нечаянное, на самом деле не такое уже нечаянное. То есть прощупывается почва для того, чтобы подготовить уже взвешенное решение. Эту теорию слышала. Эта теория, кстати, она всякий раз находит подтверждение. А мы будем подводить итоги голосования. Друзья, значит, у нас мнения довольно любопытным образом разделились. Давно такого не было. Знаете как, 43% проголосовавших говорят, что они за эту идею. Неожиданно много. Неожиданно И много, 57% против этой идеи. Это, конечно, большинство, но не сказать, чтобы абсолютные. Подобные качели, они легко очень, значит, ту или иную сторону преодолевают, если как бы какую-то агитационную работу провести. Да, мы здесь планировали, конечно, другой исход с Русланом, но... Именно так бывают сюрпризы. Ну что, мы уходим на федеральные уфимские новости. Во второй части мы поговорим с двумя гостями по очереди на разные темы. В Москве, в студии Александр Климов. Новости. Администрация США намерена повысить налогообложение самых богатых американцев. Об этом в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей заявил президент США Джо Байден. По его словам, речь идет о тех, кто зарабатывает более $400 тысяч в год и увеличил свое состояние во время пандемии. Как сказал Байден, корпоративной Америке и 1% самых богатых американцев пришло время заплатить свою справедливую долю. Китай несколько минут назад при помощи тяжелой ракеты-носителя Чанчжэнь-5 запустил на орбиту базовый модуль Национальной космической станции. Запуск был осуществлен с космодрома в южной китайской провинции Хайнань. Базовый модуль получил название Тяньхэ, и всего для завершения строительства станции в течение года потребуется 11 запусков. В Штатах арестован гражданин России и Швеции Роман Стерлингов. Как передает ТАСС, он обвиняется в отмывании средств, полученных незаконным путем, и осуществлении денежных переводов без надлежащей лицензии. Стерлингова в Штатах считают основным руководителем онлайн-сервиса Bitcoin Fog, с помощью которого пользователи имеют возможность незаконно переводить и легализовывать криптовалюту. Сообщение о приостановке создания базы ВМФ России в Судане не соответствует действительности. Об этом посольство России в Хартуме сообщает на своей странице в Инстаграме, отмечая, что никаких уведомлений правительства Судана на этот счет не получено. Перед этим представитель МИД Судана заявил РИА Новости, что не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта МТО МВФ России на Красном море. За первые 1,5 месяца ограничений полетов в Турцию российский рынок потеряет от 6 до 7 миллиардов рублей выручки. Об этом в интервью РБК заявил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. По его словам, это не самые большие потери, потому что май – это еще не пик сезона. Пик начнется в июне-июле, поэтому Ванцев надеется на восстановление. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать путевки в Турцию и Танзанию до особого распоряжения российских властей. Обстановка сложная, непростая, особенно в Турецкой Республике. У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, о комендантском часе. И здесь бы я обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры после 1 июня пока не реализовывались, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании, для того, чтобы снова возобновить возможность нашими гражданами посещения этих государств. Как сказала Голикова, это очень важно, поскольку речь идет о финансовых ресурсах россиян, а с ними нужно быть максимально аккуратными. В Москве сейчас 2 градуса днем от 12 до 14, местами небольшой дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1... Реклама. 15 мая в 16 часов в зале Колизео комплекса Тинькофф Холл пройдут дилетантские чтения с политологом Екатериной Шульман. Тема «Права и вольности до первых дум».
Выборы и сословное самоуправление в Российской империи. Ведущий чтений Максим Курников, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Генеральный партнер чтений – аптечная сеть «Фармленд». Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести на сайте kassir.ru и в кассе Тинькофф Холла. Башкирский государственный театр кукол приглашает! 1 мая ждем вас на спектакле «Муха-цокотуха». Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Старая сказка на новый лад. Начало в 12 и 14 часов, категория 0+. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. В 8:35 в Уфе на Эхе новости, у микрофона Руслан Валиев. Владимир Путин наградил скончавшегося от ковида волонтера «Единой России». Президент России наградил орденом Пирогова волонтера из Чешминского района Радика Асфандиярова посмертно за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Об этом сообщает пресс-центр главы республики. 28 апреля руководитель администрации главы региона Александр Сидякин вручил награду супруге волонтера Любови Асфандияровой. Сидякин выразил признательность волонтерам республики, которые активно работают рядом с врачами, помогая нуждающимся людям, оказавшимся в сложной ситуации. Волонтер работал в компании «Башкирэнерго» в Чешминском районе, был членом молодой гвардии «Единой России» и совершил более сотни выездов по доставке продуктов питания и лекарств амбулаторным больным. У него остались 2 несовершеннолетних детей. Венгерский инвестор планирует строительство завода по выпуску солнечных батарей в зоне Алга. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы регионального правительства. Компании Optimum Solar Rus и P Solaris, входящие в венгерскую группу Optimum Solar, на заседании экспертного совета особой экономической зоны Алга защитили проекты строительства завода по выпуску солнечных батарей и производства опорных конструкций. Инвестиции в проект оценивают более чем в 1,5 миллиарда рублей. На заводе планируют создать порядка 70 рабочих мест. Вывести производство на проектную мощность собираются в 4 квартале 2022 года. P Solaris займется выпуском поворотных опор для солнечных панелей. В производстве будет вложено 860 миллионов рублей. В завершении выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе преимущественно облачно и плюс 7 градусов. В течение дня будет переменная облачность, без осадков и до плюс 13. Руслан Валиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем прямой эфир Уфимского разворота на Эхе Москвы в Уфе с Эльвирой Зиганшиной. Русланом Валиевым и Никитой Полянин за звукорежиссерским пультом. Переходим ко второй части. Да, но прежде чем мы позвоним нашим гостям, я все-таки обращу внимание на чат. Довольно любопытная переписка тут проходит по тем вопросам, которые мы обсуждали в первой части. Так, Михаил Николаев нам предлагает за бедную Рамилю Саитову замолвить слово. Ну, в общем, к сожалению, новостей особо никаких нет, но я лишь скажу, да, слухи о том, что якобы она была изнасилована, значит, в клинике, где она якобы проходила вот это обследование, их опровергли вчера вечером надежные источники, поэтому все нормально, это как минимум. Про сход в Баймаке запрещено, ну, ни в коем случае, ну что вы, ну, мы про сход в Баймаке говорили после схода в Баймаке, который состоялся несколько дней назад, а сегодня мы говорим о других темах, которые важны сегодня. В общем,
пишите дальше, будем стараться реагировать по мере возможности. А сейчас у нас вызваны. В начале тема такая. По поводу 8 мая, то, что произойдет в Первушино, День Победы как-никак не за горами. Не о бессмертном полку будем говорить, а о том, что именно вот какие-то относительно, скажем так, частные, что ли, общественные организации проводят. Созвонимся с Рафаэлем Батаршиным, который проводит праздник большой в Первушино. Это вот на несколько минут, а потом сразу скажу, что мы поговорим с Алексеем Дербеко, заместителем главы администрации Уфы, на более такую, скажем, серьезную и больную тему, связанную с Уфой, с протестами и голодовками. Пока у нас Рафаэль на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну давайте скажем нашим слушателям, нашим зрителям, о чем конкретно речь. 8 мая, в преддверии Дня Победы, когда уже, по сути, будет выходной день, на аэродроме Первушино состоится впервые за долгое время что-то большое. И это большое будет приурочено ко Дню Победы, но не просто так, да? Участники смогут в том числе поучаствовать в благотворительной акции и помочь определенным людям. Давайте подробнее расскажем. Здравствуйте. Да, 8 мая на аэродроме Первушино в 13:00 будет организован большой праздник. Там у нас в программе будет чествование участников боевых действий, будет большой праздничный концерт, будет воздушная программа от летчиков аэродрома, будет организована зона фудкорта, детская зона развлечений, спортивные игры и состязания, и также будет вечерняя программа. У нас будут приглашенные гости, Айдар Галимов, группа Аргамак, диджей Virgin будет у нас играть. И также, как вы сказали, это все будет у нас приурочено к благотворительному такому моменту. Мы будем разыгрывать призы. Можно будет купить благотворительный билет, он будет стоить всего 250 рублей, а призы будут это 50 тысяч рублей можно будет выиграть выиграть годовой абонемент в кинотеатр Ультра Синема и много других подарков от наших спонсоров. Разрешите, я немножко не в тему скажу. У нас тут какие-то странности со светом происходят в студии в гостинице. Если вдруг эфир прервется, пожалуйста, не обессудьте ни слушатели, ни вы, Рафаэль. Я хотел бы все-таки уточнить. Вот вы говорите «мы». «Мы» — это кто? Кто это все проводит? Смотрите, у нас есть инициативная группа, это просто активные граждане, которые проявили инициативу провести такой праздник, и мы обратились в общественную организацию, которая называется «Здоровая планета», и с помощью «Здоровой планеты» мы проводим эту организацию, ну и, естественно, при поддержке аэродрома Первушино. А подскажите, пожалуйста, вот вы говорили про билеты, это розыгрыш, а вообще вход на само мероприятие, например, там посмотреть на самолет или там послушать концерт, можно за деньги или бесплатно? Нет, вход на мероприятие абсолютно свободный, потому что благотворительность у нас добровольная. Если человек сам захочет, он приобретает билет за 250 рублей и участвует в розыгрыше призов. А мероприятие абсолютно бесплатное в плане того, что в плане посещения. Так, вырученные деньги, они куда пойдут? Кому и на что? Да, вырученные деньги пойдут в фонд, который называется «Дорогие мои старики». Этот фонд занимается людьми пенсионного возраста, кому нужно какое-то обеспечение, продуктовые наборы, уход, организация мастер-классов, концертов и так далее. Все вырученные деньги пойдут в этот фонд. Тут любопытно, вот просто слушатель пишет нам: лучший подарок ветеранам — достойную старость. То есть вы говорите про людей пенсионного возраста или все-таки про ветеранов? Это немножко разные вещи на сегодняшний день. Смотрите, у нас для ветеранов мы, естественно, сделаем им подарки, продуктовые наборы и так далее. Мы их на мероприятие в целях безопасности не приглашаем, чтобы они там присутствовали. Мы сами к ним поедем и поздравим их. А фонд занимается конкретно людьми пенсионного возраста, детьми войны и ветеранами. То есть он охватывает большое количество человек. Подскажите, пожалуйста, это такое семейное мероприятие. Вы сказали, что для детей развлечения тоже будут. А чем именно можно занять детей, чтобы люди понимали, с какого возраста детей с собой можно брать? Детей с собой можно брать с любого возраста. У нас будут как и аттракционы от наших партнеров, там будут и спортивные батуты, и обычные детские батуты. Также будут у нас работать аниматоры, будет у нас рисоваться аквагрим, и будут различные мастер-классы как для детей, так и для взрослых организованы. Теперь вопрос. Если я еду на машине, есть ли мне где ее припарковать? Это первый вопрос. А если у меня нет автомобиля, как я могу добраться до Первушино? Это хороший вопрос.
На машине можно легко туда приехать, будет организована парковка на 10 тысяч машин, там для этого территория позволяет. Также, если у вас нет своего личного транспорта, от Южного автовокзала будет организовано движение. Все подробности, как доехать, во сколько, можно узнать в наших социальных сетях. Будет организовано движение как от Южного вокзала до аэродрома Первушина, так и обратно в обратную сторону. Стоимость проезда будет 100 рублей. Как найти вот эти вот паблики в социальных сетях? Что нужно набрать в поисковике? Можно набрать Первушина «День мира». Наше мероприятие так называется. Угу. Вы знаете, вот меня просят уточнить, вы сказали, что ветеранов там физически не будет, но вы будете посещать их лично, в общем, на дому, что, наверное, правильно и логично. Люди очень пожилые, как, мягко говоря, да? Угу. А есть данные, сколько вот людей планируется посетить? Конкретно по какой географии будет охват вот именно ваших активистов в плане посещения ветеранов? Да, наших активистов в плане посещения это будут ветераны Уфимского района и ветераны Кушнаренковского района. Вот Уфимского района, так как мы сами жители Уфы, а Кушнаренковского района, так как на территории Кушнаренковского района мероприятие происходит. По количеству сейчас прям точно не скажу, потому что списки у нас пока формируются. Но есть примерный порядок цифр? Все-таки хочется понять, вот сколько реально ветеранов у нас осталось. Это больше 50 будет. С учетом ветеранов, с учетом участников боевых действий, больше 50 человек мы хотим охватить. А дети войны вот входят в эту категорию или нет? Да, дети войны, мы детей войны приглашаем на мероприятия. Да, они только... дети войны будут на мероприятии. Да, понятно, что они помоложе все-таки в этой ситуации. Но около 50 человек, конечно, это совсем немного, учитывая, что население этих районов и города Уфы, это чуть ли не треть населения республики. Или город Уфа не входит в список, что-то я не совсем понял. Нет, входит. Нет, смотрите, мы сейчас, я называю на данный момент, у нас цифра вот сейчас, которая сформировалась, это около 50 человек, но это еще не окончательная цифра, потому что списки мы еще формируем, разговариваем с организациями, общаемся, которые занимаются и присматривают за ветеранами. Ну и по программе я уточню, наверняка сам Первушин аэродром свои вот эти традиционные авиационные шоу устроит, как минимум, да? Да, воздушные программы от летчиков будут у нас. Айдар Галимова мы позвали выступать, он приедет к нам выступать. Будет у нас группа Аргамак, тоже такая этногруппа, которая выступает у нас сейчас по республике с своими шоу. И много разных коллективов Кушнаренковского района и Уфимского района. Ага, поняли. Ну что ж, тогда, в общем, всех приглашаем. Наверное, как минимум будет интересно, плюс полезно. И благодарим нашего сегодняшнего первого гостя Рафаэля Батаршина, который является организатором благотворительного праздника Первушина «День мира». Более подробную информацию вы можете найти в социальных сетях, как уже было сказано, Первушина «День мира», да? Да, Первушина «День мира». Находим и регистрируемся. Так что вот есть уже чем заняться в один из дней длинных майских каникул. 8 мая, 8 напоминаем, мая, да. По времени я, к сожалению, не запомнил, но я думаю, информация будет найдена. И, скорее всего, где-то в полдень начинаются такие вещи, хотя могу ошибаться. Вот. Ну, я еще раз напомню, что 15 мая всех ждем на дилетантские чтения с Екатериной Шульман. Во-первых, с ней можно встретиться, во-вторых, с Максимом Курниковым, в-третьих, с нами. Все-таки нас вы чаще слышите и видите в YouTube-трансляции, поэтому, может быть, кому-то хочется и поговорить, пообщаться. Приходите, покупайте билеты. А пока мы поменяем тему. Так, вчера, как мы уже сказали в самом начале эфира, в Уфе бурные события развивались вокруг одной из точечных застроек, на сей раз в Черниковке, по улице Конституции 5. Местные жители, поддержанные другими активистами, в частности Аллой Яковлевой, уже широко известной, начали акцию протеста в виде голодовки и, в общем, довольно быстро добились реакции. Глава администрации Уфы Сергей Греков к ним прибыл, депутат Филиппов прибыл из Курултая, там, кстати, депутат от КПРФ Ильгам Галин к ним ездил, ну, то есть на людей обратили внимание. Да, но сказать, что Филиппов был достаточно груб. Да, и такие вещи были. Пока до вечера, скажем так, мы не узнали о решении проблемы хоть каком-то, все развивалось довольно-таки неожиданно. Кстати говоря, строители даже вышли на небольшой импровизированный митинг с плакатами. Подобного я, по крайней мере, не припомню за последние годы, чтобы на акцию протеста вышли представители, скажем так,
Ой, неправильно будет сказать виновной стороны. Оно и оппозиции, наверное, в некотором смысле. Ну нет, неправильно будет. Скажем так, представители той структуры, которая вызвала протест у населения. Ну, хотя подобное можно, да. мы видели на Куштау 15, например, августа, когда сотрудники БСК вышли там на флешмоб так называемый. У них тоже было большое количество наглядной агитации. Многие плакаты были прям напечатаны, да, орфографические ошибки даже были. Ну, так или иначе, люди, ну, кстати, на мой взгляд, я все-таки с ними общался там на месте, зачастую были искренне. Они искренне как бы переживали за рабочие места. Но отвлекаться сейчас не будем на это. Вот у нас своя история. Тут застройщик, компания ПСК-6, Андрей Носков. Все то, что мы уже слышим не раз. Одну из строек Носкова на Шатару-Ставеле ранее заморозили после визита самого Радия Хабирова. Тут новое руководство Уфы, видимо, решило как-то не доводить ситуацию до визита Радия Хабирова, и не стали они дожидаться выхода его из отпуска. А Греков приехал сам, потом они встретились уже в мэрии и о чем-то разговаривали. Вот более подробно обо всем сейчас мы спросим у заместителя главы администрации Уфы Сергея Грекова, у Алексея Дербека, который совсем недавно, кстати говоря, занимает эту должность, и впервые у нас будет в эфире в качестве именно заместителя главы администрации. Надеемся, что узнаем что-то более подробное. Самое главное о том, что дальше. То есть люди голодовку приостановили, значит, но... А ведь они могут и возобновить, мы же не знаем, да? Поэтому, соответственно... Да, очень интересно, о чем смогли договориться они с Сергеем Грековым. То есть им ведь что-то пообещали, наверняка, раз они приостановили. Алексей Дербека у нас на прямой связи. Доброе утро! Так, алло. Так, что-то у нас не то происходит. Сейчас, одну секунду, поймем, что же происходит. Вроде бы на связи он был... Ага, я примерно понимаю, в чем загвоздка. Почему-то номера телефонов у нас разнятся в двух разных местах. Вот, значит, насколько я успел понять из разговора вчера, помимо того, что просто как бы решили разобраться с ситуацией на Конституции 5, мэрия все-таки настроена не доводить ситуацию до аналогичной в других проблемных точках. И, скажем так, последовать рекомендациям главы республики Радия Хабирова и, в общем, избавляться от подобных практик, там, точечных застроек без согласования с местными жителями. Конечно, это звучит очень заманчиво. Да вообще от точных застроек-то неплохо было бы уже отказаться от слова совсем. Вот, да, Алексей Дербека у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Мы тут вкратце рассказали слушателям, что же вчера происходило. Хотелось бы чуть-чуть более подробно о том, что было ближе к вечеру. То есть протестующие жители встретились с главой администрации Сергеем Николаевичем Грековым в администрации, о чем-то поговорили. Вот как строился разговор, к чему пришли? Ну, совершенно правильно, вечером была вторая встреча. Начну я, наверное, сначала, хоть и вы об этом уже озвучили. Действительно, Сергей Греков выехал на место, встретился с жителями, пообщался на месте, в том числе были представители и Совета по правам человека республики. Была попытка пообщаться с застройщиком, как вы сказали, он был на месте, но он в диалог не пошел. После этого, конечно, все видели фотографии, вот это импровизированный митинг, но строители, очевидно, не знали и не понимали, что они нарушают закон, о чем им на месте сообщила полиция, которая тоже была в этом дворе. Была вторая встреча, да, в администрации встретились с жителями, объяснили ситуацию о том, что действительно город заинтересован в решении сложившейся ситуации, о том, что все документы сейчас будут перепроверены, ведь они выдавались в разные периоды, и у нас тоже есть вопросы у мэрии в том, как они выдавались, что там отражено. И в этом, конечно, нужно разбираться. Сергей Николаевич дал поручение в кратчайшие сроки разобраться. Насколько мы знаем, есть ряд республиканских надзорных ведомств, которые тоже, конечно, читают СМИ, видят свою ситуацию и планируют дать оценку свою. Мы ждем этой реакции. Подскажите, пожалуйста, а какие-то сроки установлены для того, чтобы вот разобрать, как так получилось, почему эта стройка вообще оказалась возможной? Ну, как вы знаете, и об этом уже сообщались, писал СМИ, ранее мэрия в феврале направляла в адрес застройщика уведомление с просьбой приостановить стройку. После того, как было представление прокуратуры о нарушении в ППМ, мэрия отозвала ППМ, но стройка продолжается. Как вы видите, это реакция жителей. Мы реагируем и разбираем ситуацию. По срокам, ну, мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Конечно же, ряд документов нужно подробно, детально изучать.
А есть уже какие-то предположения, условно говоря, вот мы как привыкли, наблюдаем же за подобными историями, и всякий раз вроде как приходим к тому, что процедура публичных слушаний на самом деле не была произведена нормально, скажем так, а скорее формально, фактически не было. Вот в этом случае конкретном есть данные вот по этой части предварительных работ? Ну, из того, что, в принципе, я уже сказал ранее, конечно, вопрос вызывает сам ППМ, который был переделан, и мэрия его отозвала, но, скажем так, необходимо и другие вопросы изучить. Я сейчас не буду спешить с выводами, потому что это работа профильных ведомств, которые находятся в составе мэрии. Но мы одним из первых сообщим. А давайте вот жителям там не Черниковки, а других частей города сообщим, в каком состоянии сейчас стройка, на каком этапе строительства? По Конституции 5? Да. Ну, там возводят уже второй или третий этаж, если не ошибаюсь. Я вчера тоже лично выезжал. Конечно, жители странным образом потеряли часть двора, что, в принципе, неприемлемо. Вообще, в принципе, любые строительства должны приходить быть разумными, чтобы все ближайшие дома и жители понимали тоже, что делается, для кого делается. Очень большой вопрос, что делать со школой, которая находится на прилегающей территории, почему в рамках инвестдоговора, который был заключен, не расселялись дома, почему не было предусмотренной конструкции школы. Это тоже все вопросы, которые предстоит найти ответы. Угу. А есть ли вот за этот день, за эти сутки, или, может быть, за последнее время какие-то контакты, переговоры со стороны застройщика с вами, с мэрией? То есть, или глухую оборону все ушли? Ну, после вчерашней встречи пока контактов с застройщиком дополнительно не было, либо же я пока не в курсе этого. Но и ранее мы общались, встречались, обсуждали эту ситуацию, обращали внимание застройщика о том, чтобы надо искать варианты, нужно общаться с жителями, но, насколько понимаете, контактов не произошло. В принципе, причем и сами жители сказали. Да, вы правы, когда говорили, что ситуация повторяется, шаторы ставили Конституции 5. Конечно, это системная проблема, которую нужно решать. Рад Фаридович дал поручение, чтобы таких у нас горячих точек не было. Город должен развиваться, город должен жить, все должны четко понимать, что для чего делается, и должны оставаться равные условия для всех жителей, не только для тех, которые приобретают новое жилье, но и, конечно, те дома, прилегающие, которые находятся рядом со подобными строительными объектами. Скажите, а есть понимание, что вот в ближайшее время еще в перспективе могут появиться вот такие точки? Ну, то есть уже выданные разрешительные документы, вот эти планы составлены и так далее. То есть заранее, чтобы подготовиться и предотвратить. Руслан, логичный вопрос. Именно поэтому Сергей Николаевич, как вы помните, на одной из оперативок дал поручение проверить все документы, которые ранее выдавалось. И мы с вами прекрасно помним и Армавирскую, и эту ситуацию, и ситуацию со стройкой в парке Гуфури. Да, действительно, есть проблемы, которые нужно решать, которые накопились. Это те вопросы, которые постоянно в повестке. Сказать, что не появится, я пока затрудняюсь, потому что нужно, естественно, разбираться. Это то поручение, которое Рад Фаридович озвучил, чтобы Уфа полномерно развивалась, и все было в рамках закона. Угу. Понятно. Спасибо большое. Мы благодарим нашего собеседника, заместителя главы администрации Уфы Алексея Дербека, который пояснил о том, что все-таки произошло и к чему пока пришли в конфликте вокруг строительства на улице Конституции 5 в Уфе. Значит, ну, вроде более-менее. Вот я могу сказать, да, с опытом прошлых разов, а если уж тем более вспомнить опыт прошлого года, когда люди в палаточном лагере жили в Миловском парке, я не знаю, все лето, и тоже голодовки объявляли, и на них особо никто не реагировал, в данном случае в течение одного светового дня произошла реакция. В общем, сигнал хотя бы выглядит, здраво, скажем так. Вы видите позицию застройщика? Ну, то есть, 2 этажа уже есть. Застройщика я, конечно, не оправдываю. Где-то я в какой-то части могу понять его, в том смысле, что, извините, у него все по документам законно, но разве он виноват в том, что все выдали, соответственно? Значит, видимо, город считал, что это полезно и нужно городу в той ситуации, а застройщик, он что? Он просто застройщик. Руслан, вот вы застройщик, вот вы хотите строить, я вообще за то, что в моем городе хорошее жилье возводили. Возможно, так привыкли десятилетиями. То есть он приезжает, видит, а здесь вид на соседний дом. Мы должны заканчивать, ладно, тема действительно важная и сложная, будем к ней возвращаться, а пока мы закончим утренний разворот. Сегодня была Эльвира Зиганшина. Руслан Валеев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Спасибо, что были с нами. Услышимся. Мягкой посадки вашим